Первая модель Сигедека. Обозначаем, для начала чертим воображаемую линию середины спинки человека. Обозначаем горловину и линию талии. Это наши ориентиры, где мы будем ориентироваться. Это линия талии, это горловина. Это вот где-то примерно здесь находится 7-й позвонок. Мы отмечаем горловину стандартно, примерно где-то 7 сантиметров. Вот эта линия у нас горловина 7 сантиметров. Вот эта высота 3 сантиметра. У нас получается линия горловины. Вот. Отмечаем вот эта длина. Вот эта длина. У нас длина спины. Длина спины. Длина спины. Так. Вот от этой точки отмечаем вот от этой ширину плеча, а от этой отмечаем высоту плеча косая. Высота плеча косая примерно плюс 1 сантиметр прибавка. И здесь вот линия плеча у нас получается где-то 13 сантиметров у женщины. И в зависимости от модели Сигедека может быть линия плеча скошенная, чуть-чуть больше длины плеча, либо по плечу. От этого у нас строится крыло вот это вот. Где-то здесь вот у нас ширина спины, примерно. Вот это вот ширина спины. С припуском тоже. Здесь мы отмечаем линию талии. Вот здесь вот. Линия талии. Если талия у человека 68 сантиметров, допустим, 68 делим пополам, 68 делим пополам, это получается 34, еще раз пополам делим 17, это у нас талия без выточки где-то 17, учитывая, что мы на выточку можем где-то 3 сантиметра дать, но здесь можно сделать плюс 2, ну где-то 19 сантиметров примерно. Если мы точно хотим посадить на фигуру, да, можем вот здесь выточку сделать, можем не делать, но лучше ее пока не делать, потому что у нас будет отрезная, значит мы делаем так 17 и плюс на свободу где-то 2 сантиметра, получается у нас 18 будет. Здесь поднимаем вертикальную линию где-то 7-8 сантиметров. И отсюда у нас получается такая, где-то здесь вот примерно рисуем наш вот знаменитый как бы вырез Сигедека. Вот он. Вот этот вот наш крыло, вот это, здесь вот это место можно варьировать вот и до сюда где-то вот. Это может быть от фигуры зависит. Если девушка тоньше, делаем тоньше. Если девушка шире в области талии, делаем немножко шире. И вот получается у нас спинка Сигедека вот примерно такая. Если линия плеча не скашивается, она может быть прямо идти по плечу вот такой вот. Тогда вот здесь вот так потоньше сделается линия. Вот у нас получается на разные фигуры, да, разная линия. Я вот сейчас протру. Вот еще одна линия. Вот одна еще вариация, да, проймы. Вот, потому что в этой линии в основном у нас красота нашего Сигедека. Юбочку рисуем, юбочку нижнюю. Наша спинка вот вышита, готова. Мы по этой спинке, пока она в развернутом виде, выкраиваем точно такую же копию подкладочной ткани. Вот мы ее выкроили, вот она. Когда делаем спинку, уже приготовить спинку к пошиву, да, мы должны проверить ее на симметричность. Поэтому мы складываем ее по линии спинки, да, по линии середины спинки ровно симметрично. И вот проверяем ее вот, вроде как по оси.
Проверяем ее вот на симметричность. У нас вот тут все совпадает. Вот. И точно так же кладем на ткань подкладочную, вот она. И я ее вырезаю. Вырезала подкладочную ткань. Подкладочную ткань буквально чуть-чуть вырезаем побольше. Чуть-чуть побольше. Здесь у нас, когда будем собирать на первую примерку, линия плеча будет корректироваться. И, возможно, будет ширина плеча корректироваться. Поэтому это будем смотреть на примерке. Вот мы вырезали и заготовили по основной детали спинки, да, по лицевой, заготовили вот такую обтачку. Вот она. Обтачку из основной ткани. Я ее продублировала уже более плотным дублерином, чтобы придать жесткость, чтобы горловина не растягивалась. И еще один момент, когда мы будем собирать на примерку, тут горловина у нас маленькая, тут как бы, и мы ее будем немножечко подрезать в плане вот ширины плеча, вот здесь вот чуть-чуть подрежем, но это мы будем подрезать на человеке уже на примерке, отметим. Так, и потом мы уже вырежем, вот смотрите, я прикладываю вот обтачечку, да, уже когда мы после примерки. Да, вот я приложила ее, да, отметила, вот она примерно у меня вот так вот идет, да, и уже прибавила припуски швы на один шов с этой стороны и второй шов, вот этот вот, на швы стачивания по сантиметру, то есть по 2 сантиметра прибавила, и лишнее потом я отрежу. И самое интересное, что как бы для того, чтобы у нас Сигедек вообще любит точность, потому что как бы вот все эти, я выкраивала дублерин, да, и вот все эти обрезки мы точно по контуру, как бы вот у меня ширина обтачки 4 сантиметра, и я хорошенько все вот эти неровности, все очень тщательно подхожу к этому, потому что от ширины шва, да, и потом это зависит в основном, ну, все как сядет. Тут немножечко надо будет подклад чуть-чуть припосадить в этом месте, немножечко. Ну, как бы такой нюанс есть уже со стороны швейного дела, да, вот когда шью, я обязательно отмечаю серединку вот эту вот, да. Так вот шью. И шью всегда по этой стороне, чтобы у меня... Сейчас я вырежу обтачку. То, что мы лишнее вырезаем, да, вырежу обтачку. И тоже тут серединку отмечаю. И когда я хочу горловинку пришить, я вот они скалываю. Симметрию, ну как бы вот так вот. Так вот скалываю. Потому что шов такой закругленный, его будет трудно пришить, поэтому я скалю и потом уже пришью. И вот эта вот часть, подкладочная часть, она немножечко припосадится. Но когда уже шов будет готов, и ты уже покажешь утюгу свой подклад с обтачкой, то все будет хорошо. То есть утюг уже сделает свое дело, и тут будет у нас красота. Еще есть такой нюанс, что вот здесь вот на жилетах делают запас, как бы, знаете, но я считаю, что вот в данном Сигедеке его делать не надо, ну, как бы на движение спины, на движение лопаток. Можно сделать такую складочку, да, как мы в пиджаках делаем, можно сделать. Но здесь вот, учитывая то, что у нас такая пройма узенькая, у нас вот Сигедек, вот хакасский, он такой вот... пройма такая интересная, поэтому здесь в принципе можно ничего не делать. Еще как бы берем припуски на то, что у нас сядет подклад, но прежде чем кроить подклад я декотирую, то есть я его паром обработала, он у меня уже предварительно сел, сколько как бы, да, и когда будет Сигедек у нас такая вещь, что праздничная, она часто стирки не будут стираться часто, поэтому вот этот вот на сантиметр, который мы даем, чтобы подклад, да, сел, то тут можно немножко меньше дать, и, ну, в общем, можно даже его не давать, потому что подклад должен быть меньше вот, в верхней части. Вот. Это у нас что касаемо верхней части спинки.